Привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять же также на кухне, и я хочу приготовить запеканку с грибами. У меня здесь, значит, на столе белые грибы, свои, собственные, сама собирала, вот, и, картошка с картофельным. С картошкой у нас получается запеканка сегодня. Режем лук сначала. Пока Маша режет лук, друзья, я с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем приветы, друзья, всем приветы. У нас сегодня на кухне готовится запеканка, как уже Маша сказала, с грибами. Да с какими? С белыми, с боровиками. Очень вкусная запеканка получится. Сразу мы уже, вот Маша там включает плитку, духовку, где-то на градусов 150-160 поставим. Вот. И тем временем будем, это начинка же получается, да? Делать начинку, лук обжаривать и все такое. Сначала будем обжаривать лук. Сначала надо порезать этот лук. Потом пойдут грибы. Свои грибы. Вкусные грибы. Вчера на стриме, друзья, подписчики попросили сделать пирог с грибами. Ну а мы пирог сегодня не будем делать запеканку. Но запеканка это тоже пирог, только вместо теста будет картошка. Картошка будет тоже. Вот так. Если даже можно, вот если покороче, если вот еще отбросить всякие там названия, это ближе к мясу по-французски. Только не будет майонеза, потому что вместо майонеза будет сметана. Вот. Маша режет лук и плачет. Не плачь, моя красавица. Я тебя расцелую, и ты будешь улыбаться. У нас сегодня прекрасное настроение, друзья. Сегодня праздник, день иконы Казанской Божьей Матери и еще праздник народного единства. Вот так. Так, всех как и поздравляем. Смотреть видео, конечно, будете завтра, уже с прошедшим получается, но все равно. Лучше поздно, чем никогда. Все, Маша жарит лук. Лук, наверное, порежем побольше, чтобы у нас запеканка получилась сочнее с луком. И также грибочки. Грибочки буду, наверное, тоже класть побольше, потому что они, когда обжариваешь луком, очень вкусные получаются. Лук пока жарится до румяного цвета. Лук обжарили. Пока это убираем в тарелочку. А теперь будем обжаривать грибы. Теперь обжариваем грибы. Так, солим грибы. Немножко поперчим. И надо нам, чтобы влага вся отсюда ушла. А потом уже, когда влаги не будет, я добавлю уже лук. А пока обжариваем. Пока там, друзья, жарятся наши грибочки, Маша вам решила порезать на такие тоненькие, такие тоненькие кружочки картошку. Очень тоненько получается этой такой приспособление для нарезки, что ли, такой доска. Раньше, помню, в телевизоре по каждой программе эту доску рекламировали, вроде как. Давно она у нас уже есть, наверное, лет 15 точно уже есть. Очень тонкие колечки получаются, смотрите как. Тоненько-тоненько. Сейчас, правда, есть и овощерезка, она также дает такие колечки, но... О, смотрите. Можно даже чипсы делать.
Вот так. Все. Едем дальше, как говорится, к нашему ужину. Вкуснейшему ужину. Так, грибы у меня еще пока на сковороде. Вода вроде бы испаряется. Пусть еще побудет там. Так, а теперь засыпаю эту картошку в миску большую. Так. Солим. Добавляю перец. И приправу для картошки. Как всегда, мы приправой пользуемся самой-самой дешевой. Но я вижу, что там в составе куркума, потому что желтого цвета. Самой дешевой приправой, которая стоит рублей 8 или там 7-8 рублей. Очень дешевая приправа, но ничем не хуже, да, ведь, Маша? Да. Ничем не хуже таких дорогих там приправ. Приправа и есть там. И сюда же я потом добавляю еще сметану. И все это размешаю вот все со сметаной. Так, сколько примерно сметаны-то получилось? Ну, там 250 джинс. Да, где-то граммов 150, наверное, ушло на сметану, я смотрю. А, забыли сказать, у нас картошки килограмм и где-то грибов 900 грамм. Так-то должно быть полкило грибов. Грибы вроде как готово. Да, сейчас добавляю лук и сливочное масло еще добавлю. Со сливочным маслом, конечно, будет еще вкуснее. Добавлю лук и сливочное масло. Так, еще обжариваем минутки и убираем. Какой аромат пошел с луком-то. Грибы пусть впитают лук в себя и начинка будет очень вкусная. У нас, значит, грибочки готовы. Я уже плиту выключила. Так, картошка у нас тоже готова. Так, немножко наливаем масло растительное. Мажем, чтобы картошка не прилипла. Мажем тоже и по бокам. И начнем укладывать, значит, картошку. Половину картошки сюда кладу, разровняю все, а остальную часть потом уже сверху начинки будет, грибной начинки сверху. Ой, я весь слюной уже изошелся. Когда это все будет готово? Ну, вон какая сочная у нас Угу. получилась. А теперь сюда укладываем грибы. Грибов много, не знаю, даже влезет, нет. Но... Чем больше грибов, Да. чем больше начинки, Тем вкуснее. чем вкуснее. Мы очень любим грибы. Те, кто, конечно, не любит, Да. можно и поменьше. Ты а мы- знаешь таких людей, которые грибов не любят? Я не знаю таких, например. Может быть, Грибы и все есть. любят. Грибы все любят. Есть те, которые не очень-то, чтобы много грибов было. Ну, а у нас начинка такая смачная. Так, разровняю это все. Вот если бы было сейчас пюре, я бы и так съел. Так, а теперь кладем остальное. Картошку. Насыпаю сюда. Закрываем, да?
наши грибы закрываем. Это уже третий слой получается. Первый слой картошка, второй слой лук и грибы вместе обжаренные. И закрываем все это тоже картошечкой. Тонкие такие кружочки картошки. Тонкие, потому что это обязательное условие, чтобы картошка успела приготовиться. Сверху, чтобы не подгорела, и картошка, чтобы успела приготовиться. И теперь сюда пойдет сыр сверху. Многим сыр не нравится, Маша. И иногда в комментариях пишут, когда мы без сыра делаем, слава Богу, говорит, что нету в этом рецепте сыра. Ну, действительно, сейчас вот очень много где по всякому пустяку суют вот этот сыр. Но здесь он нужен, как бы, здесь нужен. Можно, если залить было сметаной сверху, чтобы аж прям вот... Сметана, яйцо. Яйцо, да. Но тут у нас яйца нету, и сыр нужен. Вот. Пускай это все растает, свяжет. Это все наше произведение. Еще будет четко, красивенько, да? Да. Главное, чтобы с солью. Угадали? Уже за столько лет ты уже привыкла. Мои предпочтения знаешь, соли, сколько солить или не солить. И свои тоже. Так, у нас это готово. Сейчас мы это все отправляем в духовку. Духовка у нас уже согрелась. У меня там 150 градусов. Потом уже буду добавлять По мере да. готовки, да, Потому приготовления. что когда слишком жарко, сразу корочкой покрывается. Чтобы не сгорело, да? Да, конечно. Сначала на 150 положила и так, на час. Примерно как-то на час так. И А будем потом тщательно будем, следить, да, давайте. смотри. Так, отправляю в духовку нашу запеканочку. Грибную, вкусную, аппетитную. А теперь ждем. Время засекаем и ждем Час. нашу вкусняшку. Время у нас подошло. Час прошел. Будем вытаскивать. Да, час прошел, друзья. Раз, глазом моргнуть не успели. Вечер на дворе и ужин готов. Уху. А аромат-то как пахнет. Шипит сейчас, смотрите. Я Чу. через полчаса, конечно, добавила. Было 150 и потом добавила до 180 градусов. Через полчаса, да? Да, чтобы разрумянился у меня сыр сверху. Вот, чтобы такая корочка образовалась красивая. Да, корочка просто прелесть. Смотрите, все шкварчит еще. Ничего не пригорело. Ничего не пригорело. За час картошка, думаю, прекрасно сготовилась, да ведь? Конечно, Приготовилась. должно быть уже все готово. Грибы, они уже так были полуготовые, так сказать. Надо просто подождать, чтобы немножко остыло, а то это слишком горячее. Ну да. Но аромат, друзья, невероятно вкусный. Маша не даст соврать, да, Кать? Вообще. Вот это вкусно. Сейчас, думаю, будет со сметаной. Сочное должно быть. Так, друзья, время че. Сейчас возьмем. У нас там яиц нету, и немножко там форму, конечно, она не будет как с яйцами держать, но все равно, смотрите, как там внутри все. Пар идет. Смотрите, какая прелесть. Грибы, картошка. Все это горячо, и сырная корочка такая румяная. Вот это, друзья, да, вот это ужин. Вот это супер ужин. Сейчас Машенька мне тоже на тарелочку положит. Ой. Это, друзья, не может быть невкусно. Машенька, как ты думаешь?
вкусно. Вкусно. Хлебушка, давайте хлебушка и сметанки сейчас сюда еще добавим, друзья. Ой. И буду Так я что? снимать, как Маша будет пробовать. Со сметаной. Сейчас приготовили сметану еще. Ну что, пробуем нашу запеканочку. Сметану вон положила. Сейчас прям, чтобы лицо Маши скажет, это ческиды или не ческиды. Это вкусно или невкусно. Ну, горячо еще немножко. Ну, холодная сметана как раз будет в тему. Мгм. М. Мгм. Ну, я смотрю, довольное лицо у Маши. М. М. Вкусненько? Мгм. Просто супер. Мгм. Очень вкусно. Соль, кстати, самый раз. Угадала солью? Я был уверен, что это будет как раз. Соль, да, самый раз. Очень вкусно. И приправа с картошкой самый раз подошла к этому рецепту. И грибы очень вкусные. В общем, могу сказать, что запеканка получилась Ну, отлично. на, да, на отлично. Ну, отлично. На 5. Можно я тоже укушу за кадром и тоже скажу оценку. Чуть-чуть немножко. Да. Маша балдеет от вкуса. Конечно же, вкус аромата лесных грибов это ни с чем не заменить. Сейчас я тоже, друзья, попробую, конечно. Меня Машенька угостит. А потом сам уже буду в конце, уже после съемок, конечно же, буду ужинать. А сейчас попробую за кадром. Сейчас Машенька меня угостит. Нежный. М, Нежные грибы нежные получились. Картошка мягкая. Вкус отличный. Очень вкусно, друзья. Я как будто в сосновый бор попал. Такой ароматные грибы. Эти боровики, белые боровики. Под зубами. Да, хрустят немножко, да. Но они, боровики такие есть. Немножко дают такой хруст. Маслята, они мягенькие, ароматные тоже, и маховики. А вот белые грибы, боровики именно, дают небольшой хруст такой. И это очень вкусно. Действительно вкусно. Я вот сейчас, как уже говорил, закончу съемку и сразу как покушаю этой вкуснятки. Смотрите, какая красота там еще осталась. И у меня на тарелочке еще вон там. И Маша. Наверное, Маша с добавкой даже будет ужинать. Такую вкусняшку. Вот так. А у нас сегодня, как уже говорил, праздник такой, 4 ноября. Ну, это я так считаю, что вот этот праздник 7 ноября ранее праздновали и заменили этот праздник 7 ноября, день Октябрьской революции, так сказать. Заменили этим праздником. Но все равно в нашей памяти, в нашей молодости мы отмечали всегда 7 ноября. 7 ноября ждали этот праздник и отмечали. И с юности, с детства, с юности, конечно, разница была, что в детстве отмечали, потом в юности. В юности уже больше такие были гуляния, такие уже и девочки, мальчики, как говорится, подружки, друзья, вот так уже собирались. Я помню, еще в городе один раз учился я, там вместе с одноклассниками уже в городе учились. И приехали на 7-го, и мы праздновали, наверное, 5-го приехали и праздновали аж, наверное, до, не знаю, до 9-го, наверное, только смогли уехать в Стукар. Так мы разгулялись с парнями, будь здоров, нагулялись. Вот. Весело было. На дискотеке очень море народу было в эти праздники, да. Много народу. Маша тоже как бы эти моменты еще помнит, хотя она и моложе меня на 3 года, но все равно помнит, наверное, это все. Какое было прекрасное время 7 ноября. На улице в то время почему-то все время уже снежок, полная зима была. Вот. И даже морозы уже были. Сейчас вот дожди еще идут иногда. А тогда каждый вот ноябрь уже, начиная до 7 ноября, снег выпадал, начиналась полноценная зима.
Всегда что-то я вот помню, холодно было уже в ноябрьские праздники. Но в душе было тепло. Наверное, из-за того, что мы были молодые, юные, еще было у нас впереди. А сейчас и этого праздника нету, осталось, нам дали вот этот праздник 4 ноября, День народного единства. И мы отмечаем, что потом. Правда, без гуляний, но таким ужином. Давайте. Да. Вот так. Так что Еще раз прошедшим, друзья, всех праздником и православных с иконой Казанской Божьей Матери и всех россиян день с Днем Народного Единства. Вот так. Всем пока, друзья. Заканчиваем этот вкусный ролик. Это действительно вкусный ролик. Запеканка очень вкусная, классная, сочная, ароматная. Пахнет лесом, пахнет летом. Прям вот замечательно. Как моя Маша. Вот так. умеет говорить. Машеньке, пожалуйста, ставим 1000 нравишек, 1000 лайков. А я, как всегда, буду дарить 1000 поцелуев за кадром, Машеньке. Спасибо тебе за такую вкусняшку. Очень все вкусно. Все, заканчиваю. И желаю вам, друзья, добрых рассветов. Всем пока. Встречайте рассветы. И пускай они всегда будут добрыми и вкусными. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А мы дальше ужинать. Маша, добавки будешь? А, у тебя еще есть. А я сейчас буду догонять тебя. Вот. У меня рот ширше. я тебя догоню. Вот так. Чувствую, да. Честно дуже. Улыбку на Сережу надели Всем и привет. начали съемку. Давай. Все, давай. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня, как видите, настроение хорошее. Уже улыбаюсь сразу. Так,